Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем с вами вебинар, посвященный опыту моделирования процесса управления сельской школой и повышения ее эффективности. На прошлой неделе закончился республиканский конкурс «Лучшая сельская школа Республики Коми». В нем приняли участие 16 общеобразовательных школ из 9 муниципальных образований республики. Здесь хочу прокомментировать для тех, кто видит в качестве сельской школы расположенные на территории городских округов Воркута, Ухта и Усинск. Согласно положению о проведении конкурса, в нем могли принять участие в том числе школы, которые находятся на территории поселков городского типа и поселков, расположенных в муниципальных образованиях в городских округах. И, как вы видите, в этом конкурсе воспользовались такой возможностью школы, которые действительно по своим условиям и функционирования, по своим условиям работы и социальным условиям могут конкурировать, по сути, только действительно сельской школы. Хотя многие из представленных школ, некоторые школы по своему техническому обеспечению, по возможностям работы с социальными партнерами могут конкурировать, в том числе и с некоторыми городскими школами. Итак, мы свой вебинар «Опыт моделирования» хотим представить именно на основе тех материалов, конкурсных материалов, которые были присланы на данный конкурс «Лучшей сельской школы». Анализ содержания конкурсных материалов проводился по 3 критериям. Второму – о вовлеченности органов власти, бизнеса, общественных организаций в решении вопросов комфортного и безопасного пребывания детей в школьном пространстве. В данном критерии школы должны были представить как раз свою систему взаимодействия с теми органами и с теми предприятиями, учреждениями, организациями, которые находятся на территории населенного пункта. Третьим критерием – организация деятельности школы как субъекты социально-политической и экономической жизни населенного пункта. Участники конкурса должны были представить описание опыта своего участия в тех социальных и несоциальных проектах, профориентационных проектах вместе с социальными партнерами, которые осуществляются на территории населенного пункта. И в пятом критерии включенность органов ученического самоуправления в систему управления школы участники конкурса должны были представить весь свой богатейший опыт организации работы со старшеклассниками, с учащимися подростковых классов, учащимися начальных классов в рамках управления, самоуправления школой. И вот анализ содержания конкурсных материалов именно по этим 3 критериям позволил нам выделить особенности представленных моделей управления сельской школой, направленного в том числе на повышение ее эффективности через повышение качества образования. Дадим краткую характеристику системам управления данных школ по результатам того анкетирования, которое проводилось в рамках реализации мероприятия 2.2 Государственной программы Российской Федерации развития образования, направленного на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Из 16 школ, участников конкурса, 4 школы не имеют активных социальных партнеров в местном сообществе, поэтому выступают в качестве социокультурного центра своего населенного пункта. 9 школ фиксируют уровень активности местного сообщества как средний. Это когда социальных партнеры есть, но в основном оказывают моральную поддержку. Видите, таких школ большинство. 3 школы выстраивают активное взаимодействие с местным сообществом, представители которого оказывают школе в ответ организационную, моральную и материальную помощь. В целях обеспечения профессионально-общественного и государственно-общественного управления в 6 школах-участниках конкурса созданы и функционируют советы школ, в 6 управляющие советы, в 1 попечительский и в 1 наблюдательный совет.
В системе управления всех школ представлены органы педагогического самоуправления, это педагогические советы, и органы ученического самоуправления в самых разных формах. Деятельность заявленных родительских советов и комитетов, к сожалению, мало представлена в конкурсных материалах всех участников конкурса, однако данный недостаток с лихвой компенсируется информацией о взаимодействии с социальными партнерами школы, в роли которых зачастую выступают, как мы понимаем, в том числе и родители учащихся. Традиционной можно назвать структуру управления, представленную в материалах средней общеобразовательной школы номер 14 города Воркуты и характерную с некоторыми вариациями для большинства школ-участников конкурса. Но вы видите, в данной модели структуры управления школы не отражены, собственно, те связи, которые должны отражать управленческие воздействия в системе управления. Собственно, о чем мы говорим? Да? Любая модель, раз мы говорим про моделирование системы управления, любая модель управленческой системы, она связана с управляющими воздействиями. Следовательно, если вы видите, да, связь между педсоветом и директором должна отражаться не просто линией, а однонаправленной стрелочкой от педсовета к директору. Мы понимаем, что педагогический совет не как форма методической работы, а как главный управляющий орган в образовательной организации является действительно главным управляющим органом, и его решением подчиняется директор как должностное лицо. Наряду с этим, несмотря на то, что именно такие позиции отражены в положениях о педагогическом совете, зачастую выполняя роль председателя педагогического совета, директора общеобразовательных организаций забывают о том, что они выступают в этой роли, здесь в двоякой роли: председателя педагогического совета как управляющего органа и директора как должностного лица, который должен подчиняться решениям педагогического совета. Не во всех положениях педагогических советах данных 16 школ, мы сейчас говорим только про эти школы, участники конкурса, отражено право директора как должностного лица, не как председателя, да, как должностного лица, наложить право вето, наложить вето на решение педсовета в том случае, если это решение нарушает законодательство, либо влияет на ухудшение состояния дел в школе, за которые директор как должностное лицо отвечает юридически, или в тех случаях, когда данные решения так или иначе нарушают права участников образовательных отношений, учащихся, их родителей или педагогических работников. Вторая стрелочка, также направленная на директора, должна в данной схеме стоять от совета школы или управляющего совета, или наблюдательного, или попечительского совета. В любом случае, в данном случае директор именно как должностное лицо подчиняется решениям любого вида данных совещательных органов. В совет школы входят, помимо, как и управляющий совет школы, в любую из этих форм входят помимо представителей администрации школы, представителей педагогического коллектива, ученического коллектива и родительской общественности. Я не буду вдаваться в подробности, в отличие форм общественно-профессионального от государственно-общественного управления. Не задача нашего сегодняшнего вебинара, скажем так, выступать в качестве, давать содержание теоретического плана. Я думаю, все, кто слушает данный вебинар, проходили курсы повышения квалификации, либо получали образование, менеджмент в образовании, и данные формы вы отличаете по функционалу и по содержанию деятельности. Вы понимаете, что у них разные предназначения в системе управления школы. Сегодня мы на этом вебинаре, представляя те или иные модели, создаваемые элементы модели системы управления школы, мы будем в основном говорить именно об общественно-профессиональном управлении, поскольку государственное общественное управление, к сожалению, в тех школах, которые участвовали в конкурсе, представлено достаточно слабо. Еще раз напомню, да, только в одной школе есть попечительский совет, только у одной школы, поскольку она является автономной, есть наблюдательный совет.
У школы, которая имеет попечительский совет, я буду о них говорить, есть еще и совет школы. У школы, у которой есть наблюдательный совет, к сожалению, нету ни попечительского, ни управляющего, ни совета школы. То есть система управления школой ограничивается традиционными формами управления: педагогическим советом, родительским собранием, общешкольным родительским собранием и ученическим самоуправлением. Так вот, в большинстве структур управления школы, расположенных на сайтах, либо в конкурсных материалах школ участников проекта, вы видите, достаточно практически не представлена никак родительская общественность, редко представлена родительская общественность, именно советы, собрания, коллективы, комитеты, родительские комитеты, как орган управленческой системы структуры школы. За редким исключением отражены органы ученического самоуправления. Ну вот в данной схеме они подразумеваются под звеном организация самоуправления. Поскольку она связана с классным руководителем, мы предполагаем, что здесь скрыто именно ученическое самоуправление. И, конечно, жаль, что ученическое самоуправление в данной структуре, еще раз говорю, это традиционное, размещенное только в одном конкурсном материале, но судя по содержанию всех остальных конкурсных материалов, именно такую роль, достаточно низкую, не ведущую, отводит данной модели ученическому самоуправлению те, кто разрабатывает эту структуру, то есть администрация либо педагогический совет образовательной организации. Для того, чтобы исправить, скажем так, ситуацию и, скажем так, отразить в структуре, в схеме, в модели, как правило, не такую, ну, заниженную, что ли, третий, четвертый даже порядок, да, этого звена, четвертый уровень вниз от, собственно, управленческой системы стратегического характера, педсовет, директор, совет школы, ученическое самоуправление должно иметь хотя бы вторую или третью позицию. То есть на уровне либо заместителей вот сюда, вот в это вот звено вынесено, должны быть органы ученического самоуправления вместе с родительской общественностью, поскольку так или иначе учащиеся принимают в той или иной, вернее, форме принимают участие в принятии решений, достаточно важных решений относительно своей жизнедеятельности в школе. Мы знаем, что в совет школы, и поскольку в совет школы входят представители советов старшеклассников, либо других каких-то органов, президентских форм в школах, следовательно, рядом с советом школы должны быть размещены эти органы. Вот. То есть в подобных схемах, мы понимаем, что любая схема отражает большую часть существующей действительности, следовательно, если мы хотим изменить существующую действительность, должны видоизменить, следовательно, и схему, которую она отражает. За лаконичностью, тем не менее, за лаконичностью данной модели, насколько она правильно или неправильно составлена, скрывается, тем не менее, огромная работа, которую проводят школы вместе с родителями, социальными партнерами, теми учреждениями, предприятиями, организациями населенного пункта, в котором находится школа. Однако далеко не всем участникам конкурса удалось показать результаты этого сотрудничества, хотя его социальные эффекты подтверждены в информации по другим критериям. Например, управляющий совет средней общеобразовательной школы номер 42 города Воркуты участвует в выборе основных направлений развития школы, определении профилей обучения, системы оценки знаний обучающихся, содействует финансово-экономической работе школы за счет рационального использования бюджетных и внебюджетных средств, участвует в мероприятиях по укреплению здоровья и обеспечению соблюдения прав каждого обучающегося. Обязательную локальную нормативную базу совета составляют следующие нормативные документы. И мы понимаем, что данные документы должны быть в каждой школе, в которой есть совет школы, либо управляющий совет школы. Это понятно, что в уставе школы должна быть отражена, регламентирована деятельность данного совещательного органа. Положение об управляющем совете или совете школы, положение о выборах
в совет или в управляющий совет. И нормативной базой для организации внутренней деятельности совета самого являются документы, которые самим советом, как правило, и разрабатываются. Это регламент работы совета или управляющего совета и положение о тех органах, из которых он состоит, как правило, комиссии либо комитеты. Но для того, чтобы подробнее познакомиться, на сайте, еще раз напоминаю, 42-й школы города Воркуты данные документы размещены, достаточно грамотно оформлены, подробно, действенно. Но, к сожалению, именно в материалах данной школы результаты реализации данных документов и работы управляющего совета представлены недостаточно. В отличие от данной школы, участники конкурса Косланская школа, в Косланской школе управляющий совет был создан в декабре 2015 года, и сегодня в его состав входят представители прокуратуры, управления образования муниципального района Ударский, администрации сельского поселения Кослан, пожарной части села Кослан, управление соцзащиты населения, индивидуальные предприниматели, учителя, учащиеся школы, достаточно большой представительный получился орган. И благодаря его решениям в школе сегодня пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов организована, открыт кадетский класс, введена единая спортивная форма для учащихся, закуплена установлена система видеонаблюдения, разрешаются предписания прокуратуры Ударского района. Вот, представляя в конкурсных материалах результаты и подтвержденные потом социальные эффекты, школа, мы понимаем, в любом конкурсе выглядит намного выигрышнее. Эффективно работает с социальными партнерами и школа поселка городского типа Кожево муниципального района Печора. За счет спонсорских средств участника попечительского совета школы «Газпром Трансгаз Ухта» обеспечен мягкой мебелью пришкольный интернат, приобретен комплект музыкальной аппаратуры. При взаимодействии с Лукойл-Коми был обновлен автобусный парк школы для подвоза учащихся из близлежащих сел и деревень. В микрорайоне школы находится несколько объектов культуры и спорта, с которыми школа тесно сотрудничает. И помимо расположенных рядом, школа имеет партнерские отношения с различными социокультурными учреждениями самого города Печоры. Вы видите на слайде социограмму основных контактов школы. Для данной модели, скажем так, социограммы, как модели социального партнерства школы, мы понимаем, вот буквально, может быть, не хватает, что ли, или просится добавить сюда взаимосвязь самих социальных партнеров между собой. По логике вот эти вот такие солнечные модели или модели, построенные по типу солнышка, когда в центре размещен субъект некой деятельности, как правило, либо ребенок, либо школа, либо педагог, и по кругу мы размещаем тех других субъектов, с которыми данный центральный субъект связан. Вот если этот список просто выложить, скажем так, по порядку в список, будет практически та же самая модель. Поэтому на курсах повышения квалификации, на курсах профессиональной переподготовки мы говорим о том, что данные модели имеют место быть, но они на самом деле практически не информативны, поскольку они не показывают никаких взаимосвязей, никаких взаимодействий, никакого ранжирования самих социальных партнеров в данном случае, да, в этой модели, самих социальных партнеров относительно субъекта этой деятельности, то есть школы. Вот. Если бы движение было между социальными партнерами представлено по кругу, либо они как-то размещались не в окружности, а, скажем так, по левую, правую сторону, сверху, снизу, было бы, может быть, больше смысла и логики в данной модели. Потому что мы понимаем, любая модель, особенно управленческая модель, формируется сверху вниз от самого главного к менее главному и справа налево от самого важного к менее важному. Поэтому если говорим о содержании управленческой деятельности, любой педагогической деятельности, всегда слева находится
Слева мы размещаем цели этой деятельности, содержание, а справа размещаем результат, к которому эта деятельность и двигается. Если говорим про управленческую схему, ориентированную сверху вниз, мы понимаем, что сверху всегда размещается стратегический уровень управления, снизу тактический, оперативный или технологический уровень, то есть непосредственных исполнителей. Вот. Любая модель так формируется, и вот модели по типу окружных, по типу вот таких вот социограмм, они меньше всего, еще раз повторяю, показывают логику взаимосвязи субъекта этой деятельности с социальными партнерами и взаимосвязь между самими субъектами, их иерархию. Хотя в данном случае мы видим администрацию поселка городского типа самого находится в самом верху, то есть насколько действительно важна для школы связь именно с этим партнером. Вот. И дальше вот насколько, либо, почему образовательная организация, дошкольное образование или дополнительное образование муниципального образования, муниципального образования Печоры находится почему-то слева, опять же, важнее, да, чем, например, детская школа искусств города Печоры. То есть вот логика здесь, вот развертывание этих, скажем так, этих позиций по разные стороны важности этой модели, она, ну, скажем так, не представляется, еще раз повторю, не представляется логичной. Но тем не менее, таких моделей достаточно много, практически во всех конкурсных материалах мы видим такие модели по форме солнышек. Еще раз прошу учесть разработчиков, которые представляют модели, пытаются в модели отразить систему управления, нюансы и подготовки, разработки таких моделей. А ниже я представлю, скажем так, модель, которая действительно составлена по этому же типу, но более логично отражает взаимосвязи и содержание взаимодействия с социальными партнерами школы. В других условиях, но не менее эффективно, работает школа имени Карманова села Усть-Нем Усть-Куломского района, в которой также обучаются дети, как и в Кожинской школе, из 5 населенных пунктов. Выпускник школы, почетный гражданин Усть-Куломского района Карманов Феликс Григорьевич, вот одним из достижений школы является, каждый год присуждает именную премию лучшим выпускникам школы, победителям, призерам олимпиад, творческих конкурсов. Распределением премий занимается управляющий совет школы, что отражено в приложенных протоколах, конкурсным материалом, протокол заседаний школы. Социальное партнерство мотивирует школьную команду на совершенствование управления качеством образования. Так, в 2012 году совместно с государственным учреждением Усть-Немское лесничество в школе было создано школьное лесничество Парма. Общество лесоводов Республики Коми обеспечило учащихся формой, лесным инвентарем, приборами, которые используются в лесном хозяйстве. А с 2017 года для полноценной реализации данного направления деятельности школа стала филиалом Республиканского центра экологического образования. Мы понимаем, что все это так или иначе накладывает свой отпечаток, в том числе на содержание управленческой системы, поскольку внедряется в ее управление еще один, скажем так, достаточно большое содержание, достаточно большой блок деятельности по управлению внешней, вместе с социальными партнерами, внеурочной деятельности, осуществляемой вне школьных формах. Школьное лесничество по договору с социальным партнером государственного учреждения Карткиросское лесничество, созданное в школе поселка Приозерный Карткиросского района. ОМОНДИ Сыктывкарский ЛПК в 2017 году приобрел для школы интерактивную доску «Баян». Дошкольную группу обеспечивал детской игровой мебелью. Мы видим, что и в данной школе достаточно заключены договоры по социальными партнерами и осуществляется, вы видите, уже практически 3-летний такой большой профориентационный и воспитательный проект.
В условиях экономического упадка, хозяйства, скрытой безработицы, наличие школы для многих населенных пунктов является порой единственным сдерживающим фактором, позволяющим сельским жителям мириться с тяжелым положением и приспосабливаться к ситуации. Зачастую школа является единственным социокультурным центром, который удерживает малонаселенный пункт от вымирания в нравственном, психологическом и физическом смысле. Таковой, например, является Йодвинская средняя общеобразовательная школа Удерского района. Помимо школы на территории поселения находится администрация сельского поселения, ФАП, почта, железнодорожная станция, магазины. Социокультурных организаций в поселке нет, поэтому школа действительно является единственным местом, где собирается весь поселок во время проведения праздничных мероприятий, встреч с населением, собраний жителей поселка. Общественным консультативно-совещательным органом самоуправления в системе управления Йодвинской школы также является управляющий совет. Основными целями его деятельности является, как и положено управляющему совету, всемирная всесторонняя поддержка школы, в том числе финансовая, материальная, пропаганда ее деятельности, правовое обеспечение, защита и поддержка прав, интересов ее обучающихся и работников. На территории сельского поселения социальных партнеров, которые бы являлись инициаторами традиции шефской помощи в школе, также нет. Поэтому коллектив Йодвинской школы особую роль отводит развитию партнерства с родителями учащихся. По инициативе управляющего совета родители школы не только оказывают материальную поддержку школе, но и практически каждодневно принимают участие в ее деятельности. И об этом в конкурсных материалах этой школы очень подробно много размещено материалов. Но поскольку наш вебинар сегодня посвящен больше именно процессу моделирования процессов управления в школе, практически нет возможности остановиться на содержательной части этой деятельности, на огромном количестве самых разнообразных форм работы с партнерами. Лучшие материалы, конкурсные материалы победителей, лучшие материалы участников конкурса мы разместим на портале «Открытое образование Республики Коми» для того, чтобы вы смогли познакомиться с опытом этих школ непосредственно или размещенных материалах, либо в представленных сайтах. Культурным и спортивным Будный материк – самый отдаленный населенный пункт от районного центра города Усинска. Здесь отсутствуют дороги постоянного действия. Добраться летом можно только по реке, зимой по зимнику, в период распользоваться вертолетом. В таких условиях школа по праву действительно является образовательным социокультурным центром села. Она взаимодействует с администрацией села, с обществом ограниченной ответственности Северной, сельской библиотекой, Домом культуры, Советом ветеранов войны и труда, детским садом, участковой врачебной амбулаторией. ООО «Северный» – базовое предприятие села. И на условиях договора по подготовке трактористов для предприятия старшеклассников 10-11 классов в стенах школы получают профессию тракториста, а практику проходят на базе предприятия. Кроме этого, еще с 2013 года девушки 10-11 классов обучаются на базе школы профессии швея. Немного, скажем так, в Республике Коми общеобразовательных организаций, которые могут похвастаться и опытом реализации программ профессионального обучения, и продолжением этой работы. Мы понимаем важность такого опыта и важность самого факта наличия лицензии такой деятельности именно в школах, удаленных от центров, в школах, находящихся в населенных пунктах с отсутствующими профессиональными образовательными организациями. В том числе эта работа важна, данная работа важна не только для реализации целей профессиональной ориентации учащихся, сколько для нивелирования рисков неполучения образования учащимися, находящимися вот в таких, живущих в таких социальных условиях. Выпускники школы, получившие школы Мутный материк, поселка Мутный материк, получившие образование и специальность, работают как на базе самого предприятия «Северный», так и в городе Усинске и, конечно, остаются по месту жительства, работают по месту жительства. И это вот тот социальный эффект, который имеет сегодня не только школа, но и населенный пункт, эффект принятых
однажды, когда-то управленческих решений, в том числе по получению лицензии и ведению программ профессионального обучения. Культурным спортивным центром поселка Сидью является школа номер 9 городского округа Ухта. В управлении школы активно принимает участие совет школы, в составе которого председатели родительских комитетов классов, лидеры Российского движения школьников, школьного отделения и Совета старшеклассников, администрация школы, 3 педагога, которые представляют разные уровни образования. В поселке школа тесно сотрудничает с сектором по работе с территорией поселка Сидью, сельским клубом, сельской библиотекой и с поселкообразующим предприятием Племхоз Изваильский 97, а также жителями собственного поселка, это родителями и бывшими выпускниками школы. Ключевым звеном в модели сетевого взаимодействия школы с социальными партнерами, как вы видите на схеме, является совет проекта. Но это вот как раз та схема, разработанная по типу солнышковой, скажем так, да, модели, которую я хотела вам представить как выполненную правильно. Мы видим, что, собственно, скажем так, вот он, совет школы, возможно, да, совет школы, качество образования, которое скрыто за данным элементом. Сама школа является одним из, скажем так, звеньев данной модели, которая связана с сельской библиотекой, сельским клубом, администрацией поселка. И вот именно эти элементы, близлежащие к школе, связующим их звеном является совет проектов. То есть совет проектов – это один, не у каждого учреждения есть свой совет проектов, входят представители данных звеньев управления. Учреждения города и предприятия поселка, выполняя определенные свои функции именно по роду деятельности, также связаны с советом школы и, собственно, через другие звенья непосредственно с самой школой. Важнейшую роль в решении задач развития и воспитания учащихся, сохранения и приумножения школьных традиций играет ученическое самоуправление. Модели ученического самоуправления опираются сегодня не только на основные нормативные документы школы, но и на документы Российского движения школьников. Но вот на слайде вы видите модель школьно-ученического самоуправления школы номер 42 города Воркуты. Представлена она 5 уровнями. Возглавляет эту модель, вернее, управляет данной деятельностью заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор школы, которые работают в совокупности или в взаимосвязи с президентом школьного совета, которому подчиняется общее собрание органов ученического управления, как главный управляющий орган ученического самоуправления школы. В его состав входят школьные ученические сектора, которые составляют президентский совет, это сектор личностного развития, гражданской активности, военно-патриотического развития, информационно-медийного направления. Ну и каждый из этих школьных секторов включает представителей классных органов самоуправления, организованных по такому же типу со 2 по 11 класс. Ну, вот что хочется сказать скажем так, на фоне данной модели, на фоне тех политических, экономических процессов в стране, которые происходят в последние десятилетия. Действительно очень модным стало выбирать президентов, назначать президентские республики, организовывать президентские республики в школьном самоуправлении. У данных моделей есть плюсы, так и минусы. Модели организации ученического самоуправления есть свои плюсы, есть свои минусы. И, скажем так, плюсы состоят в том, что учащиеся в игровой, в такой форме проигрывают достаточно серьезные роли и содержание деятельности будущих граждан Российской Федерации и взрослеющих. А минусы состоят, скорее, вернее, наличие минусов обусловлено тем, как взрослые педагогические работники, руководители данной деятельности либо неправильно организовывают, либо, скажем так,
навязывают определенное содержание деятельности, не предоставляя большей самостоятельности, максимальной самостоятельности детям при осуществлении данных видов деятельности. Вот если все правильно в школе организовано ученическое, если правильно, грамотно со стороны взрослого сообщества организовано ученическое самоуправление в школе, то вопросов мотивации обучения, вопросов качества образования практически в школе не стоит. То есть проблем с этим практически не существует. Кроме этого, вопросы социализации, адаптации учащихся при переходе с одного уровня образования на другой уровень решаются, скажем так, более мягкой форме, практически незаметно для потерь психики самого ребенка. Мы знаем, что любая модель, вот данная модель по типу такой организованной модели ученического самоуправления построены на лучших традициях советской школы, когда были организованы октябрятские дружины, пионерские дружины, октябрятские звездочки, пионерские дружины, комсомольские бюро. То есть вот эта вот иерархия идеологическая, политическая, обусловленная политической ситуацией в стране, в школе позволяла выполнять огромный массив воспитательной работы силами самих учащихся, практически без участия педагогов. Поэтому ориентация на традиции школы, но уже с новым, скажем так, современным содержанием, это всегда приветствуется, всегда хорошо воспринимается учащимися. Конечно, если в школе такой серьезной самоуправляющей системы ученической не организовано, мы понимаем, что на первых порах действительно школа должна предпринять, затрачивает достаточно много усилий для того, чтобы замотивировать учащихся, заинтересовать учащихся такими видами деятельности. Но там, где оно уже организовано, где этот достаточно сложный организационный этап школы пройден, эта работа, скажем так, учащимися приносит свои очень серьезные плоды. Опять же, особенно в условиях ведения и реализации государственных образовательных стандартов, когда требуется от школ достижения не только предметных, но и личностных результатов. И именно достижение личностных результатов стоит во главе угла вот всей этой, достигается достаточно легко, серьезно каждым учащимся школы, именно при условии включения его в такую систему ученического самоуправления. Другая модель самоуправления организована в школе номер 44 города Воркуты. Вы видите, здесь управляет им совет старшеклассников, и помимо председателя эта система включает в себя несколько отделов. Ну, например, отдел образования отвечает за создание условий для повышения мотивации учебной деятельности школьников, они педагоги, организуют дни самоуправления, предметные недели, проверку дневников, учебников и так далее. Отдел культуры проводит вечера отдыха, праздники, интеллектуальные игры. Отдел спорта проводит школьные спортивные соревнования, уборку помещений школы в конце четверти, субботники, оказывает помощь младшим. И отдел печати, по-другому называется еще редколлегия, отвечает за оформление стендов, выпуск школьных классных газет. Ну, вот это вот как раз традиционная система, скажем так, правда, она минимальная, здесь представлена 4 отделами, минимальная система, она традиционна для большинства современных школ. Не хочу сказать, что она традиционно пришла с советской системы, потому что именно в советской системе было больше отделов, так называемых комиссий, бюро и так далее. В каждой школе по-разному назывались. Вот. Но вот этот вот минимум, который организуется, насколько он отвечает сегодня потребностям самих детей. Ну, в данном случае мы знаем, что школа номер 44 не такая большая. Возможно, именно из-за небольшого количества учащихся организовано минимальное и количество видов занятости, скажем так, учащихся в системе самоуправления. Более интересная, более серьезная структура школьно-ученического самоуправления представлена в Очевской средней общеобразовательной школе. Она представляет собой государственную структуру органов управления, так называемое школьное единое государство «Феникс».
во главе которого стоит президент школы. Выбирается он из учащихся 9-11 классов на неограниченный срок. Выборы президента школы происходят в сентябре месяце. Подготовку выборов и контроль за ними осуществляет Центральная избирательная комиссия школы, которую возглавляет также один из учащихся школы и в состав которой входят учащиеся школы. Основными функциями президента являются организация работы, правительства, которое состоит из министерств, проведение заседаний с министрами, контроль за выполнением решений правительства, координация связи органов ученического самоуправления, осуществление связи с администрацией школы, методическим объединением классных руководителей и со всеми учителями школы по вопросам содержания образования и реализации программ. Высшим органом ученического самоуправления является правительство, который состоит из учащихся 5-11 классов. Оно формируется на выборной основе сроком на 1 год из 2-3 представителей от класса, которые избираются в классном коллективе прямым открытым голосованием. В состав правительства входит 4 министерства. Министерство образования, Министерство культуры, Министерство печати и средств массовой информации, Министерство спорта и порядка, в каждой из которых делегируется по одному представителю от класса, который избирается в классном коллективе голосованием, и также открытым голосованием избирается председатель класса. В каждом министерстве выбирается министр. За каждым министерством закрепляется куратор из числа педагогов школы. Высшим представительным органом ученического самоуправления обучающихся является Большой ученический совет, целью деятельности которого является обеспечение межгруппового единства в коллективе школы и преемственности в работе органов самоуправления. Но меня просто вот такая большая, скажем так, там достаточно большая, серьезная схема, включая схему городов классов, просто не вошла на слайд, но на сайте школы вы можете посмотреть программу школьного единого государства Феникса со всеми положениями, планами, выкладками, обязанностями, со всеми алгоритмами деятельности. Очень хороший, достаточно серьезный продукт разработан школой и реализуется, в том числе реализуется учащимися школы и педагогами. Ну, очевидно, что после включения в такую деятельность выпускники школы, думаю, реализуя амбиции свои во власти, в осуществлении такой вот властно-управленческой деятельности, будут легче поступать и адаптироваться, в том числе в условиях высшего профессионального образования. В Зеленецкой средней общеобразовательной школе муниципального района Сыктывдинский развитие самостоятельности обучающихся осуществляется через школьное ученическое самоуправление «Республика». Во главе школьного самоуправления стоит также президент, который избирается согласно положению о выборах президента на 1 год. Выборы проходят по всем правилам избирательной системы в Российской Федерации. Ученический совет, общешкольная конференция обучающихся школы собирается 1 раз в год, в конце учебного года. На ней президент отчитывается о той работе, которая была сделана за учебный год, представляет план на будущее. Совет деловых людей, состоящий из мэров классных коллективов 5-11 классов, собирается не реже 1 раз в месяц, по необходимости чаще. И затем, согласно структуре школьного ученического самоуправления, следует министерство. Их в школе также 4. Министерство культуры, Министерство здоровья и спорта, Министерство труда и порядка и Министерство печати, пресс-центр, школьный пресс-центр. Ученическое самоуправление на уровне классного коллектива представлено также городами. В классном коллективе выбираются органы самоуправления по различным направлениям: учебное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, шефское, информационное, трудовое. Это определяют, какие направления будут реализованы, определяют сами учащиеся совместно с классными руководителями. Лидеры классов, мэры, входят в состав совета деловых людей школы.
В школе села Модный Материк городского округа Усинск с 2003 года создана своя оригинальная система ученического самоуправления «Галактика Салвест». Аббревиатура Салвест расшифровывается «Содружество активных, любознательных, внимательных, инициативных, спортивных товарищей». При принятии решений от имени учащихся выступает Совет Галактики, его возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов вновь избранных членов Совета из числа представителей учащихся 10-11 классов. Ученическое самоуправление включает в себя 5 секторов по разным направлениям. В каждом секторе также выбирается лидер. Ну и мы видим, что выбраны в школе 4 направления для реализации данной модели управления: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное направление, военно-патриотическое. Кроме секторов, в школе работает волонтерское движение «Патриот», экоотряд и юнармия. С 20 ноября 2000 года в Междуреченской средней общеобразовательной школе Удырского района создана детская школьная организация «Республика Дружба». Некоммерческое, деполитизированное, нерелигиозное общественное объединение детей и подростков, основанное на общественно значимых целях, а также взрослых, содействующих выполнению этих целей, позволяющее осуществлять личностное развитие детей через активное освоение ими новых социальных ролей. Осуществляет свою деятельность республика на основе своего устава. Координатором деятельности выступает президентский совет, который представляет собой объединение лидеров коллективов 8-11 классов. Деятельность президентского совета выражается в планировании общешкольных мероприятий и акций, деятельности ученических коллективов, координации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии решения. Ну и мы видим, в данном случае опять же реализуется модель государственного устройства Российской Федерации, только здесь уже больше министерств, их 6: образования, культуры, труда, спорта, информации, печати, правопорядка. Ну и управляют данные министерства классными коллективами, которые организуются по типу городов, в каждом из которых есть свои соподчиненные министерствам отделы. Республика Дружба, как и другие, скажем так, органы управления, представленные мною выше другим школам, имеет свою атрибутику, традиции, заповеди, законы жизни. Ну, мы понимаем, что связано это и с традициями советской школы, и современным российским движением школьников. В школе имени Карманова села Уснем создано детское общественное объединение «Спектр». Состав детского объединения формируется из соответствующих секторов каждого класса инициативной группы. В состав объединения входят лидеры и актив школы. Сектор наука и образование занимается пропагандой высоких достижений в учебе. Сектор культуры организует культурно-массовые мероприятия. Сектор труд и милосердия оказывает помощь гражданам пожилого возраста. Сектор спорта и здоровья занимается пропагандой здорового образа жизни через организацию соответствующих мероприятий. Сектор школьные вести осуществляет сбор новостей о школе и их публикацию, в том числе на сайте и через свою газету. Сектор «Будущие вожаки» организует и проводит мероприятия различной направленности. И содержание сектор «Юные художники» занимается оформлением стендов, стенгазет. Высшим руководящим органом организации «Спектр» является конференция. Учащиеся заслушивают, утверждают план работы на конференции, составляют проект деятельности на следующий учебный год. Проводится конференция 1 раз в год. Такая система, как бы ни была, в какой бы модели, с каким бы содержанием ни была организована модель ученического самоуправления, в школе повышает качество воспитательной работы и уровень ее результатов, что подтверждено, собственно, конкурсными документами, материалами каждой из представленных мною школ. Итак, мы говорили и представили сегодня на вебинаре опыт моделирования
процессов управления школы в том числе в целях повышения качества образования, в первую очередь через создание необходимых условий посредством взаимодействия с социальными партнерами и повышение качества содержания образования в части достижения личностных, метапредметных, в том числе предметных результатов, через организацию органов ученического самоуправления. Хотелось бы напомнить, Хотелось бы еще раз напомнить, какую бы модель, какую бы схему не приняла школа для себя, организуя так или иначе управленческую деятельность, мы понимаем, что данное моделирование достаточно серьезный, очень творческий, при этом очень серьезный труд, большой труд для команды управленческой и для педагогического коллектива. И труд этот должен быть осуществляться правильно, грамотно, с точки зрения позиции, в первую очередь, системного подхода, с отражением принципов деятельностного подхода. Я на этом хочу завершить сегодняшний вебинар. Если у коллег остаются вопросы, у вас остаются вопросы, я прошу их задать либо здесь в чате. Сейчас вот вы видите на экране чат. Вопросов у нас нету. Либо по тем данным, которые были показаны на слайде, презентацию мы разместим вместе, презентацию мы разместим со всеми схемами, чтобы вы могли воспользоваться адресами школ, электронными адресами школ для более подробного знакомства с опытом этих школ. И еще раз повторю, были представлен опыт участников конкурса лучших сельских школ. Не подведены пока, вернее, подведены результаты этого конкурса. Мы ждем итоговый приказ министерства со дня на день, потому что итоги нами подведены. Но сразу хочу предупредить, что перечень школ участников проекта, который вы видите сейчас на экране, не размещен, скажем так, в рейтинговом порядке, чтобы вас не смущал данный перечень. Спасибо за внимание. Рады будем встретиться с вами на курсах повышения квалификации, которые начнутся на этой неделе на портале Moodle по вопросам, в том числе повышения качества образования, моделирования и программирования этого процесса. То есть все, о чем мы сегодня говорили, теперь будем выкладывать, размещать при разработке программы своей деятельности как участника проекта по мероприятию 2.2. Спасибо за внимание.